Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить книгу, которая была написана мной и профессором Владимиром Александровичем Ивановым, и посвященная нашему, которую мы посвятили нашему другу, выдающемуся историку, археологу Геннадию Николаевичу Грустовичу. Книга называется «Башкирский юрт Золотой Орды». Это очень интересный момент в истории изучения, в истории нашего края. К сожалению, до сих пор даже выдающиеся мэтры башкирской исторической науки, российской исторической науки, этой темы касались края. Очень скупо. Достаточно было там 10-15 страниц материала, и на этом все обрывалось. Мы с Владимиром Александровичем решили по максимуму раскрыть проблемы, которые связаны с пребыванием нашего края, нашей родной Башкирии в составе Улуса-Джучи, или Золотой Орды, как ее называли впоследствии. Период охватывает с момента завоевания монгольскими ордами Южного Урала, Зауралья, Среднего Поволжья, 1236-237 год, вплоть до распада Золотой Орды в 1447 году. Это очень интересный, насыщенный множеством событий исторический период. Во-первых, наконец-то, после того, как Башкирия вошла в состав такой гипер могущественной державы, коей являлась Золотая Орда, здесь в полной мере расцвели ростки государственности, которые соответствовали всем чингизидским государствам, существовавшим на территории Евразии. Нужно сказать, что вхождение Башкирии в состав Золотой Орды, вне сомнения, являлось положительным фактором, который по итогу повлиял на дальнейшее осознание башкирами себя как нации, как народа, единого, целого и в то же время входящего в состав мощного государственного образования. Я думаю, что знакомство с этой книгой вызовет у вас большой интерес, подробно, во всех деталях, иллюстрировано. Огромная благодарность выражаю издательскому дому «Китаб», всем, кто приложил руку к этому издательству. Шикарные иллюстрации, вообще великолепные карты, само оформление внутреннее, шрифты, все сделано идеально. Думаю, что эта книга найдет своего читателя, и пожелаю вам одного: наслаждайтесь чтением и любите нашу родную Башкирию, наш родной край. Всего доброго, спасибо.